До начала мероприятия на площади собираются приглашенные гости, а это горожане, жители республики, члены правительства, депутаты, представители духовенства, общественных организаций, деятели культуры и, конечно, родственники выдающегося сына ингушского народа Идриса Зязикова. С минуты на минуту должно состояться знаковое событие для всего региона – открытие памятника основателю и первому руководителю ингушской государственности Идрису Бейсултановичу. Как подчеркивает Махмуд Алиев Калиматов, Идрис Зязиков был не только политическим лидером, но и настоящим борцом за справедливость. История нашей страны богата героями, чьи судьбы были полны испытаний, но их дела навсегда останутся в нашей памяти. Идрис Зязиков был не только политическим лидером, но и настоящим борцом за справедливость. Именно он сыграл ключевую роль в создании Ингушской автономной области и стал первым руководителем. Благодаря его усилиям ингушский народ получил возможность развивать свою государственность, культуру, экономику в составе единой России. Сегодня руководство страны уделяет огромное внимание укреплению национального единства страны. Президент Владимир Владимирович Путин последовательно поддерживает Ингушетию, способствует ее социально-экономическому развитию, сохранению традиций и исторической памяти. Увековечение Идриса Зязикова – это символ преемственности поколений, знак уважения к тем, кто своим трудом и самоотверженностью строил будущее нашей республики. Этот памятник напоминает нам всем о важности служения своему народу, о силе духа и стойкости и преданности. Пусть он станет вдохновением для будущих поколений, напоминание о том, что наша история богата героями и что будущее Ингушетии зависит от общих усилий. В 2023 году, обсуждая вопросы, связанные с предстоящим празднованием столетия ингушской государственности, руководитель субъекта Махмуд Алиев Калиматов обратил внимание на необходимость неустанной работы над сохранением исторической памяти народа. Было принято решение о создании благотворительного фонда «Ингиз». Цель фонда – сбор и демонстрация специальной галереи всех сведений об истории ингушского народа. Как и было запланировано, работа началась с установления памятника Идрису Зязикову, стоявшему у истоков ингушской государственности и всю свою жизнь боровшегося за права народа. Учредителем фонда является советник главы Ингушетии Исаак Костоев. Уважаемые соотечественники, в моей довольно долгой государственной и общественной деятельности бывало всякое. Были разочарования, неудачи, поражения, но были победы, как результат настойчивости и труда. Сегодня у меня очень радостный день. Мы открываем первый монументальный памятник нашему первому руководителю ингушского государственного образования Идрису Бейсултановичу Зязикову. Как здесь отмечалось, Идрис Зязиков был выдающимся государственным деятелем своего времени. Именно из-за отстаивания интересов ингушского народа в то смутное время он был дважды подвергнут сталинским режимом жесточайшим репрессиям и в расцвете сил погиб в застенках этого режима в городе Грозном. Я неплохо информирован об обстоятельствах его репрессий, в чем его обвиняли, как это все происходило. Установление памятника Зязикову и закладка аллеи столетия образования ингушской государственности планировались осуществить к столетию республики, то есть к июлю прошлого года. Однако из-за отсутствия финансирования и некоторых других обстоятельств осуществить эти проекты тогда не представилось возможным. В августе 2024 года группа неравнодушных наших граждан республики приняли решение создать благотворительный фонд поддержки исторической памяти ингушского народа, сокращенно «Ингиз», то есть ингушская история. Глава республики поддержал это предложение. Поддержал это предложение, и, как видите, в центре, самом столице, самом таком почетном месте выделил участки для размещения этих объектов. Он же стал и первым жертвователем этого, на мой взгляд, поистине
благородного проекта. Создание этого фонда и его проекты широко рекламировались в средствах массовой информации республики. Каждый житель республики имел возможность принять участие в этих крайне важных проектах. В истории цивилизованных народов сложилась такая практика, что как народным героям, как правило, памятники сооружают на народные пожертвования. К сожалению, ожидаемой поддержки мы пока в этом направлении не имеем. В условиях, когда в надежде на активное участие в этом проекте наших жителей, фондом были заключены договора о поставке камней гранитных специальных и изготовлении памятника одновременно в Карелии и в Ростове-на-Дону, а средств на оплату у нас не оказалось в достаточной мере, ничего не оставалось, кроме как обратиться к нашим бизнесменам, хотя изначально, вот глава республики, не даст мне соврать, я был против такого варианта. Наши известные меценаты Барахоев Бекхан, Полонкоев Ахмед, Хутиев Рамзан, Харсиев Алихан и другие, их из 10 с лишним миллионов рублей общей сложности стоимости нашего памятника в этот проект внесли более 8 миллионов рублей. Оставшуюся сумму, около 2 миллионов, собрали остальные, жертвовали среди них ингуши, проживающие даже в Казахстане, 11 человек. Именно благодаря этим людям стало возможным в такой короткий срок оплатить и установить этот памятник первой в столице нашей республики. Все жертвователи памятника опубликованы на официальном сайте нашего фонда. Кроме того, этот список заложен и в сам памятник. Думаем мы отправить все эти материалы в наш государственный архив, чтобы будущее поколение могли с ним быть знакомы. Раздумывая над ситуацией, сложившейся вокруг сооружения этого памятника, я думал, как было бы здорово, если бы эти же 10 миллионов рублей собрали бы 100 тысяч семей наших соотечественников, то есть по 100 рублей с каждой семьи, чтобы каждый наш житель чувствовал себя сопричастным к созданию этого памятника, чтобы каждый мог сказать своему ребенку, что этот памятник народ сам построил своему выдающемуся земляку. К сожалению, так пока не получается. Может быть, потому мы и строим сегодня нашу третью столицу за короткий исторический период. И еще одно. Общеизвестно, что в результате всех экспериментов, которых перенес наш народ, на сегодняшний день мы не имеем собранную на достоверных материалах и хронологическую выстроенную историю. Наши государственные архивы за первые 10-12 лет и также до революционного периода остались у одних соседей. За другие 60 с лишним лет остались материалы у других соседей. Нам сегодня все приходится собирать заново. Именно по этой причине фонд планирует на аллее столетия образования государственности построить галерею исторической памяти нашего народа, в которой сосредоточить все сведения об истории нашего народа, чтобы каждый посетитель, побывав на этой галерее, мог убедиться, что мы не какой-то отколовшийся током, а народ, имеющий свою тысячелетнюю историю. Я уверен, что сбор всех исторических сведений о нашем народе должен стать национальной идеей каждого ингуша. Надо всегда помнить пророческие слова великого русского историка и философа Василия Ключевского, который писал: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. Историю без народа всегда захочет присвоить себе народ без истории». Если мы это не сделаем, вот на этом выделенном руководителем республики, огороженном вот там участке, будут рисоваться торговые точки, лавки
и прочее, а может быть даже и дом свадеб. В этой связи хочу довести до вас. Со мной или, скорее всего, без меня фонд «Ингиз» будет продолжать свою работу в этом направлении. Идрис Зязиков родился 31 января 1896 года в Барсуки. Отучился в Назрановской горской школе. Окончив училище в Владикавказе, в 1914 году он едет в столицу и поступает в Московский сельхозинститут. Смутное, судьбоносное для царской России время он много работал над собой. Знакомился с активно настроенной молодежью, налаживал тесные связи с соратниками. Летом 17 года Идрис возвращается на родину и окунается в революционную борьбу на Северном Кавказе. Под руководством Зязикова 15 ноября 1924 года прошла первая областная партийная конференция, на которой были избраны члены пленума и бюро обкома партии. Идрис Зязиков на этой конференции был единогласно выбран секретарем Ингушского обкома. В течение десятилетия с 1924 по 1934 год Ингушская автономная область существовала как отдельное административно-территориальное образование. Обретение автономии позволило ингушам участвовать в процессах государственного управления. Активно стали развиваться промышленность, образование и культура области. Он был лидером ингушского народа. Был и оставался. До последней минуты своей жизни. Народ уважал его, любил его. Даже были времена, когда по ложным обвинениям его убирали с работы. Были массовые гонения на ингушей. И ингушский народ высказал свое мнение: верните нам Зязикова Идриса. И пришлось его вернуть, восстановить на работе. Сегодня данное мероприятие и открытие памятника ему – это выражение памяти ингушского народа. Именно вот ему, его соратникам, друзьям по партии. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом мероприятии, вложил свои силы, сердечную теплоту. Во все времена в обществе выделялись отдельные личности, которые как будто знали особые секреты, как повести за собой людей и увлечь их своей идеей. Им присуще особое природное обаяние, душевная откровенность, умение широко мыслить. Одной из таких незаурядных личностей среди ингушского народа являлся Идрис Бейсултанович Зязиков. Действительно, сегодня очень знаменательное мероприятие. 100 лет прошло с тех пор, когда Идрис Бейсултанович вместе со своими соратниками образовал нашу республику. 100 лет прошло. Ну, через 100 лет, как говорится, век прошел, и люди вспомнили, что республика есть, и нужно как-то увековечить память тех людей, которые стояли у истоков этой республики. Знаменательный день. И день этот сегодня состоялся благодаря стараниям, усилиям нашего главы, его стараниям и стараниями еще одного человека, это Костоев Иса Магометович, который сделал очень много для того, чтобы это имя опять зазвучало и чтобы сегодняшний день состоялся. И, наконец, торжественный момент, ради которого все собрались. Открытие памятника Идрису Зязикову. Собравшиеся возложили цветы к памятнику. Всем не терпится увидеть монумент вблизи. حوار بردازكو إدريسي قرشانا آلي يرشي ملور دي هنا ريسبوبليك حية تش حية إذا شفتها بي لا تركرش لا تدبيجر قرشانا آلي لا تر ير أبي قادي هان جروز ير مسكر خطابي تنزل إدريس اسخوش وصل درجة تهان كنا هذا اللي مال هذا اللي فهمتك عدي غرد دي هان ديك بوهبت Должны, значит, на примере таких героев воспитывать наше будущее поколение. Бенчан, Алгерштол, Айтенбол. إدريس قمن وزاك أرتورير قمن سي حلوات يا سقوة وقمن بها يقم غلا يقم بها شي سعد الله سقوة لا ريجوه تيركل ريجوه
يرمو كانتي دقوي بلاري باع برشوا دكان تنوير بتزاغلا كان تنو Ингушей мало, но они народ гордый, независимый, свободолюбивый. Они вынесли всю тяжесть гражданской войны. Ценою больших жертв и крови отстояли они советскую власть и теперь хотят жить в мире и спокойствии. Так отзывался Идрис Байсултанович Зязиков о своем народе. И эти слова до сих пор покоятся в летописи ингушской государственности, как свидетельство любви их автора к своей республике. Адам Мережков, Магомед Яндиев, Магаз 24.